Deputata Gurgana Dalborvak komitete dortar kwessa imjok fatkem adossinot enchiaqas kanoxan baradun dokumental. Zakon zinazakundetenotem benatu khadrazonot fadal parlamentun komitetuna famaraxasta fandogun fatk xaljetinix administrativunma ugaluvun barzinot xasene fadal zakon proyekt. Zaganistin qavagama axadan baradun dokument katsu tsard duman wavak fandogun sawtay xotsakta arazene festivakan. Parlament sardar fitsaxadivak besat zida kudbanisan kutaumaгаска kusagu filmbelteta waqtset barat qaqana gurgantima. Zakon proyekt Стратит стадиагай. Фафелдарсты Ивар ума штрафты барста. Ую она манкавак кахцав досиноты сарапунт. У нас на рассмотрение проект закона, который мы уже рассматривали на одном из заседаний комитета. У нас была еще рабочая встреча с представителями Министерства внутренних дел, где мы отрегулировали те штрафы, которые были в прежнем проекте. Надо отметить, что проработали очень хорошо, по каждой статье прошлись отдельно, полностью, изменили размер штрафов, там, где надо было, мы понизили, там, где мы акцент ставили именно нарушения, связанные с несовершеннолетними, мы повысили уже там размер штрафов. В целом проработали весь проект, дополнительная статья 44, которая вызывала некоторые вопросы, также была отрегулирована. Хочу отметить, что заключительные положения мы немножко поменяем. Коллеги-депутаты, если есть у вас вопросы, как мы отрегулировали, мы раздали заново проект закона новый уже с изменениями тех штрафов, которые мы поменяли, поэтому вы могли уже ознакомиться. Если нет, то мы можем заново с вами пройтись по тем статьям, которые вызывают у вас вопросы. Автотранспортун фатхалжатан рмадарцедесте Иваргунд. Видеорегистратортан санкут дуюце информации. Фалайн навет барадунбен. Кустау до России Федерации законы бендурал, кацтаку дайзунам автарханц бенаты нахима энгас закон кунаоват. Те граждане, которые по сегодняшний день оплатили штрафы, так. Они, получается, их незаконно оплачивали или законно? А вот вам ответят, потому что этот вопрос тоже задавали мы тогда на рабочей встрече, и нам дали ответ соответствующий. Мы их реализовали в рамках кодекса об административных нарушениях, который действует на территории Республики Южная Осетия. Просто вопрос в том, что как мы можем реализовать данные постановления. Если брать по КУАП, то там есть только один механизм, это через почтовую службу. А через почтовую службу мы такой объем административных нарушений мы никак не можем осилить. И поэтому мы придумали вот эту статью, обеспечительные меры для вот этого закона. Ахан, в продолжение, если мы сейчас, всякое же бывает, не примем этот законопроект, то вы как будете работать? По той же схеме или как? Но у нас другого выхода нет, мы будем также работать. Ну, просто он будет, результат нашей работы он будет, может, минимальный вообще. Нерма архайга автахвинга доскурате проектовет барадун изготета. Нерведун рарас канал костцаве цадаккай. Внедряя проект «Умный город», все-таки правовое регулирование отсутствовало, решения правительства также не было, но были недоработки в этой сфере, что сегодня исправляет Министерство внутренних дел. Они действительно подошли очень ответственно к этому вопросу, грамотно. Поэтому на заседании правительства утверждена концепция умного города. И, в частности, наша совместная работа, она дала возможность также внести соответствующую статью для того, чтобы отрегулировать этот вопрос еще на законодательном уровне. Так как у нас этот закон есть, он работает, в него необходимо внести соответствующие корректировки. Вот что и было сделано на сегодняшний день. Митхуттакты министр Хадивак Лалата Геннади яхидге анамангал бономаттацы барадун документарайст. Загафил дархат фатхалын цауканы фандагун транспортун намунцинадма. Закон факарздар канын сайрагнысану умай бахизын нимбастакты. Принятие данного законопроекта повысится уровень культуры вождения и, по-моему, снизится и дорожно-транспортные происшествия, и нарушения. И просьба, уважаемые депутаты, поддержать данный законопроект. Нақумтет эмахицам проблема. Машина тасам лавартсау найсам фалтардзинот найсам боргахатата. Форст вартсет самай Нью-Йоркта закон расхасуй барзинот са нақум шофертта хай. Митхуттакты министрады кухтаруягады хаадистай пайдагангема депутаттыц медискут хицан нурмата. Са закон зинота махаст канене фат. Комитетан хацакта сарыста парламенты сардарфет сахадивак бесоты зида. Я считаю, что надо дать возможность, чтобы этот закон все-таки начал работать, и посмотрим его эффективность на деле. В любом случае, закон – это живой организм, как всегда мы говорим, в него можно вносить изменения, в случае, если мы увидим, что что-то не работает.
Тем более, все, чтобы пришло в какое-то идеальное состояние, необходимо, как говорится, на практике увидеть и потом уже корректировать. Я вообще за то, чтобы действительно повысить уровень ответственности, гражданской ответственности в нашем государстве, именно связанной с этими нарушениями. Надо просто грамотно и ответственно подходить к тем обязанностям, которые есть у каждого из нас, у взрослых людей. Ողջրաստաճի պարլամենտի պրեզիդիում Էրքեստեն զոկունը ֆակորս դարգուն նուրմատեմ ամա ու ֆեստա խոստր ցաուզան սեսի կուստմա Սոցիալում պոլիտիկա մենանձինատ qoqqanot fadl parlamentun komitetun ofamara xasta qustarın ama FG duvavını fadl zokunu proyekt. Komiteti Serdar Plita Alexander informatsiya magaska zokunu proyektu xaskanak organ erbarvitka. Isin ebbat anaman qavak xatsagun dokumenta. Министр труда и социальной защиты, который присутствует, Олег Феликсович, назначен официальным представителем этого законопроекта. Законопроект сам по себе прошел все процедуры, сейчас на комитете обсуждается. Есть сопроводительные документы, есть заключение, как финансовое заключение, так и юридическое, так и заключение нашего контрольного правового управления. وداتساورد نسانیو خسگووگ زاگون. گاگویتای کدبانستان کوتا اومگسکه خسکنگ ارگان سترکتورا ایونزینات کرسد وی نسانن سرجت ساتسیالون قاقانونات کست آفت زبرز خسکنه структура дом давия рараст канен. В действующем законе об опеке и попечительстве, который был принят в июле 2022 года, в качестве уполномоченного органа отмечен орган в сфере здравоохранения и социального развития. А учитывая, что у нас структура органов исполнительной власти изменилась, предлагаем заменить слова в сфере здравоохранения и социального развития на слова, осуществляющие функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. То есть это техническая правка, да, этими вопросами занимаемся больше года уже мы, поэтому, чтобы все формальности были улажены, как полагается, вот, предлагаем эту правку. Декак форст фалхос канжеты борта қаққанын фадл зоогуны проект. Комитеті Сардар Плита Александр Кудбаныстан кута умагаска ацы зоогуны проекттар бовдыставд хитсаадай увозыгджин амақаваг. Вопрос на самом деле достаточно интересный и серьезный вопрос. То есть в основном касается изменений, которые вносятся в закон о защите прав потребителей. Это в основном в последнее время, то есть с развитием, так сказать, технологий, появляются и разные виды торговли, давай по-простому скажем, разные виды торговли, это маркетплейсы, это интернет-магазины, это информационные, так сказать, технологии, где идет торговля, и для того, чтобы защитить наших потребителей от всевозможных негативных влияний и обмана, нужно сказать по-правильному. Поэтому вот в этот законопроект вот эти современные изменения и вносятся. Նրկոնցորդը բնոթի զբիրախոզուլակ կատեն կացտա ֆալխոսկանագիս ինֆորմացիոն տեխնոլոգիите ֆարցը էլեկտրոնուն կոմերցիա։ Օցլակատտաստ բողոկանինոկ բարոդունղդոյ, ումենամա фалхосканаг наухаст фасойде боховнай. В любом случае, этот закон, эти поправки обязательно нужно внести, поскольку у нас уже вот этот агрегатор, владельцы агрегатора, они у нас уже есть. Это ладья такси, эконом такси, то есть Да. И в любом случае, вот, чтобы защитить вот этих потребителей, которые тут конкретно вот, исполнитель, продают товары и услуги. То есть услуги, да. Таксист может больше снять денег запросить от потребителя. А владелец агрегатора, он по-другому договаривается, то есть на меньшую сумму. То есть опять-таки нужно защищать в любом случае потребителя. Это вот реалии нашего времени. وده коммерцион архайд электрон лаккатакаттари терсте дезардекка, куменема са архайд науцастунга, са фастиуэкто бараг. Один из новелл этого законопроекта является регулированием индустрии электронной торговли, электронной коммерции. И не только, можно сказать, такси, а, например, те же маркетплейсы, те же интернет-магазины. И чтобы вот эти взаимоотношения регулировались законодательно, и чтобы действительно наши потребители были защищены от всевозможного рода негативных влияний. Вот поэтому и вносятся там достаточно много и серьезных поправки. Законопроект сам был размножен, раздан всем депутатам, все процедуры прошел, есть все сопроводительные документы, в том числе и контрольно-правового управления.
Վալդար Բոնեսոնգուն դուվազակունը պրոյեկտերը ողսրասաջը խոստր ծավզստը պարլամենտը պրեզիդիումը ու արախայ։ Parlamenti delegații cu Sagumbalțis, Krym Respublika Город Симферополь. РТКГам июня до 8 июня цау эстасам Ахсан Адаму фестиваль Великое русское слово зака. На делегации скундесты парламенты Сардор Хадивак Тататы Таймураз Национ политика, культура, религия, информацию фарастфадл парламентун комитеты Сардар Хубецты Руслан. Крым Республикама на делегации Фабалц Крым Пацахаду Советы Сардар Владимир Константинов Фахунд Магаска. Фестиваль фалгатты уақыт цау биранымац форумта зонадун конференцията Сфалдестодун Изарта. Концерту наив Դունում ախրատուն պրոգրամմատը։ На Республика Разомнадма парламентенуме фестиваль хаадишетан арфайн хаста захта тататы таймурас. Я рад вас приветствовать от делегации Республики Южная Осетия, которая находится впервые на этой священной земле. И мы очень рады тому и увидеть то наследие, то величие великого русского слова, той культуры и тому богатству, которым исторические корни дали все силы для того, чтобы пронести ее сквозь года. Поэтому я хочу вас поприветствовать, и мы рады участвовать на этом 18-м международном форуме. Разрешите зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Владимир Андреевич, рад приветствовать вас и всех участников 18-го международного фестиваля «Великое русское слово» от имени руководства и парламента Республики Южная Осетия. Фестиваль «Великое русское слово» является и визитной карточкой Крыма, и демонстрацией всему миру воли жителей этого прекрасного края быть неразрывной и органичной частью России и русского мира. Волю народа не смогли сломить исконную гавань, которая исторически всегда являлась частью России. Нам, жителям Южной Осетии, понятны процессы, которые происходили в Крыму, так как и наш путь к независимости начинался с борьбы за право говорить на своем родном языке, право сохранять национальную традицию и идентичность. За годы существования фестиваль стал площадкой, объединяющей тех, кто любит русский язык, русскую культуру. Язык, который долгие годы был языком общения многочисленных народов, живущих на большой части евразиатского пространства. Он и сегодня остается таковым, несмотря на борьбу против него. А с языком борются, когда осознают его величие, его силу, его объединяющую энергетику. Но выдержавший века русский язык становится только сильнее, богаче, благозвучнее. И я уверен, что география сегодняшнего замечательного форума будет только расширяться. Желаю фестивалю продуктивной работы. Председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Маргиев. Festivalin sanurissa kultura amawrissak avzaji poziții tarfidar kanin. Gumanitarun sfere xsan adamon am kuskan nadrai razin kanin. Livadiski klubu plenaru rabate ya dagad tatat taymuraz barzun dagskutaster orasi kultura na adam taxsan. Udrastag mawxski wax amzundem vandelaudeste na adam takaradzin sui. Abun qagagan ötsi yuzinat fatsudetta. Ukraina tsaugat sautaw manir davdisan. Прошу выступить заместителя председателя парламента Республики Южная Осетия, председателя комитета парламента Республики Южная Осетия по образованию и науке Тадаева Таймураза Валерьевича. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Андреевич, уважаемый Сергей Александрович, огромное спасибо за приглашение, за участие в этом очень важном и значимом фестивале «Русское слово». И вот о чем мы сегодня говорим, это очень нужные и очень важные и острые вопросы, которые уже были поставлены, в том числе и комментировать практически нечего. Но вы знаете, что на протяжении 17 лет уже Республика Южная Осетия является независимым государством, которое признала Российская Федерация. И я бы хотел обратить ваше внимание на ту концепцию и на те взгляды, которых были и есть у малочисленных народов, да, которые смотрят на своего старшего брата. Мы в республике, в Осетии, мы не делим Северную и Южную Осетию, одна единая Осетия. На протяжении 250 лет показывали и доказывали не только свою преданность, но и свою любовь по отношению друг к другу. Да?
И задается вопросом, вот о чем сегодня мы говорим, а где же действительно все наши бывшие союзные республики? Где те, которых мы 80 лет назад освобождали? Да? Где люди, которым мы начертили границы и сказали, вы теперь государство? Мне кажется, это очень важно, и о чем сегодня вот сказал Сергей Александрович, да, ну, послушайте, вообще страшно представить себе, да, торговлю в годы Великой Отечественной войны. Ну, американцы же торговали, англосаксы же заигрывали долгие годы, до 1945 года, не зная и не определив свою позицию, на чью сторону встать. А кто дал возможность, чтобы в Европе родилась эта чума? Разве не они? И долгие годы, поддерживая Муссолини и Гитлера, и не давая, скажем, в какой-то степени в геополитической стратегии трогать, разве не они все это делали? Разве не они давали возможность, чтобы на Украине, на окраине России, да, но это всем очевидно, слава Богу, есть научная терминология, есть наука, которая занимается этим, появилась такого рода идея. Я хочу сказать о том, что в Осетии никогда не было и не будет такого рода негативных, каких-то черных взглядов. Сейчас идет война. Это действительно война. Война за наше будущее. Война русского мира. Мы являемся частью русского мира. В Южной Осетии, вы знаете, русский язык является государственным языком. На протяжении сотен лет мы участвовали во всех кампаниях, и в радости, и в горе. И сейчас более 2000 наших добровольцев воюют в зоне специальной военной операции. Это 15% населения всей Южной Осетии. А где же остальные? Это очень сложно. И мы задаемся вопросом, почему же 3 года война не может закончиться? Она бы закончилась, если бы мы все, скажем, не оглядываясь назад и не заигрывая со странами Запада, уничтожили эту коричневую чуму. С ней невозможно по-другому. К сожалению, 80 лет назад наши деды, которые дошли и водрузили флаг над Рейхстагом, не добили эту чуму. Ну не добили. Так получилось. Одна из наших хороших положительных черт – это толерантность. И у осетин, и у русских есть эта толерантность. Мы добрые. А как же мы можем вот так жестоко? Надо любить всех. Вы посмотрите, они принимают это за слабость. Слабость. И эту слабость мы показываем долгие годы. В том числе мы в Осетии, вы знаете, боролись и сражались с этим национализмом долгие годы. И только в 2008 году, за 3 дня, благодаря бывшему президенту Дмитрию Анатольевичу и Владимиру Владимировичу, за 3 дня поставили их на место. 3 дня. Были жертвы, были разрушения. Город Цхинвал весь сгорел практически полностью. Но за 3 дня мы поставили их на место. Уже 17 лет в Южной Осетии, в Осетии мир. Так и должно быть. Вот адекватные ответы о том, о чем сегодня вот говорил Владимир Александрович, они должны быть четкими. Я думаю, что сегодня мы очень много поставили и ставим острые вопросы. Тема фестиваля очень важная. 18-й уже фестиваль, вы знаете, мы активно участвовали и проводим у себя в Южной Осетии дни, посвященные русской культуре, русскому языку. И никогда на протяжении всех этих лет у нас не было другого отношения. Да, с распадом Российской империи мы не бросили этот тонущий корабль, мы не объявили своей республики, своего государства. В 90-м году мы не бросили, мы провели референдум 2 раза о том, чтобы остаться в составе Союза, и о том, что сейчас войти в состав России. То есть вот очевидные факты. Но предатели были, есть и будут. Как сказал Владимир Владимирович, к ним отношение соответствующее. Поэтому я считаю, что события, которые сейчас происходят на Украине, это ярким свидетельством, к сожалению, нашей толерантной политики вот на протяжении 50 с лишним лет. Они уже выросли целые поколения. И другого выхода, как действительно уже много раз было сказано, навести порядок и определить четкие границы, выхода нет. Поэтому я считаю, и
Думаю, что в скором, ближайшем будущем должна завершиться эта специальная военная операция. Наши все добровольцы, все те, кто участвует, должны вернуться здоровыми на свою родину. Ну а мы будем поддерживать и ориентироваться на этот мир. Мир, русский мир, в котором мы были, есть и будем. Спасибо. Ացես ֆեստիվալ խայդիշը տրադիցիոնը գդայս Ռուսիա Ֆեդերացիա ռեգիոն դելեգացիա Ուկրաինա մակորդ բաստատը զնգա պոլիտիկունը մխսանադուն արխայջետա էքսպերտը